Наш эфир продолжает брифинг по эпидобстановке. Узнаем актуальную информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Елена Ефремовна, здравствуйте. Об эпидситуации в регионе на сегодняшнее число. Добрый день. На сегодняшний день, на 17 июня, выявлено 94 новых случая новой коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске 59 случаев, в Алданском, Мегино-Кангаласском по 6, Амгинском, Верхоянском, Мирнинском по 4, Вилюйском, Намском, Усялданском по 3 и Верхневилюйском 2. За сутки проведено более 3000 исследований, всего обработано более 1 миллиона тестов. И по вакцинации на сегодняшний день в нашей республике имеется 211 409 доз, которые поступило с начала вакцинальной кампании. Первую вакцину за этот период получило 189 тысяч человек, в том числе старше 60 лет 43 тысячи. Вторую вакцину получили 149 094 человека, в том числе старшего возраста 60 лет 35 160 человек. Таким образом, использовано 89% вакцин от общего количества объема. И вчера поступила новая партия 3300, которая распределена по 5 районам нашей республики, где уже нулевые остатки. Хотелось бы отметить, что буквально вчера глава Минздрава Российской Федерации Мурашко сказал о том, что спутник Ви прошел все клинические испытания и сегодня подана документация на разрешение применения данной вакцины, в том числе и у беременных лиц. Поэтому возможно, что буквально, может, с июля месяца мы начнем защищать наших беременных от этой коварной инфекции. Я подчеркиваю, что сегодня вакцинальная кампания является очень главной и важной в нашей стране. Это единственный путь разобщения и разрыва передачи инфекции друг от друга, от человека к человеку. Поэтому очень важно сегодня, во-первых, продолжать соблюдать все меры, рекомендованные указом главы. Это ношение масок, дезинфекция, дистанцирование, соблюдение санэпидрежима в своих рабочих местах и в помещениях, общественных пространствах. И, естественно, в первую очередь это вакцинация. Мы также призываем всех вакцинироваться. Все выходные дни вакцинальные кабинеты по всей республике будут работать. Пожалуйста, приходите, записывайтесь через различные форматы возможности записи. Это непосредственно и через государственные услуги, и на сайтах медицинских организаций, в регистратурах, через облачную поликлинику. И можно точно так же, как мы уже говорили, коллективные договора заключать с поликлиниками, чтобы вам было удобно и могли приезжать непосредственно на ваше предприятие, проводить вакцинацию. Сегодня пока в наличии в республике только спутник Ви, Эпивак ожидаем ближе к концу месяца, но тем не менее подчеркиваю, что на самом деле эти обе вакцины практически идентичны, разницы для них никакой в части получения нет. Подтверждены клинические испытания по количеству возможных осложнений при вакцинации у той и другой, и в том числе Ковивака, практически идентичны. Разница между этими вакцинами больше, наверное, важна для медицинских организаций в части возможности их транспортировки и условий хранения. Будьте все здоровы, берегите себя. С наступающим праздником Национального ИСЭХ. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы. 19 сентября россияне выберут депутатов Государственной Думы нового созыва. Подготовка к выборам в Якутии уже началась. Продолжается строительство жилого дома по программе переселения в Хандаге, когда новоселы смогут получить ключи от квартир. Более 1,5 тонн пластиковых крышек сдадут якутяне. Экологическая благотворительная акция «Добрые крышечки» проходит в регионе. Лесопожарная обстановка остается сложной в 5 районах Якутии, сообщает пресс-служба МЧС России по региону. По оперативным данным, за сутки количество пожаров увеличилось на 3 очага. Площадь пожаров уменьшилась более чем на 6 тысяч гектаров за счет ликвидации крупных возгораний. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Верхневилюйском, Нюрбинском, Аймиконском, Сунтарском и Алекминском районах, где зарегистрированы 13 очагов на общей площади свыше 19 тысяч гектаров, говорится в сообщении. Отмечается, что сегодня запланировано применение авиации МЧС России в Сунтарском и Верхневилюйском улусах.
Выборы в Государственную Думу Российской Федерации пройдут 19 сентября в единый день голосования. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Назначить выборы депутатов Государственной Думы нового созыва на 19 сентября 2021 года. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, говорится в тексте документа. По закону решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в течение 5 дней после его принятия. По всей стране будут избраны 450 депутатов, из них 225 по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. В связи с этим дан старт большой федеральной избирательной кампании. Более 90 тысяч комиссий начнут готовиться к масштабному мероприятию. В частности, в Якутии в 36 районах и городских округах откроют порядка 800 участковых комиссий, где около 6,5 тысяч человек подготовят безопасный и открытый процесс выборов. Члены политических партий и самовыдвиженцы могут с сегодняшнего дня в течение 25 дней зарегистрироваться кандидатом. Отметим, что самовыдвиженцы для регистрации должны набрать 20 тысяч подписей в их пользу. Далее до 19 сентября продлится активная агитационная работа среди избирателей. Мы ожидаем в ближайшие сутки принятия решения Центральной избирательной комиссии по формату проведения голосования. Однодневное голосование будет или многодневное голосование. Но практика показывает, что проведение многодневного голосования обеспечивает развод потоков и таким образом создаст все необходимые условия для обеспечения безопасности наших избирателей. В Хандаге по программе переселения из ветхого и аварийного жилфонда продолжается строительство 29-квартирного дома общей площадью более 1400 квадратных метров. И это уже второй дом в новом жилищном комплексе по улице Магаданской. Когда новоселы смогут получить ключи от квартир, знает Мария Винокурова. В Хандаге по улице Магаданской с прошлого года началась комплексная застройка территории. По первому этапу 2020 года сдан 28-квартирный жилой дом. В этом году ведется строительство дома на 29 квартир, которое начато в марте этого года. Его свайное поле установлено еще в прошлом году. Строители завершили работы по устройству колонн 4-го этажа, покрытия и начали кровельные работы по кладке стен парапета. В конце июня, в начале июля планируем закончить работы по кладке, по теплогидроизоляции помещений чердачных, цокольного. Далее уже июль-сентябрь начнем работы по устройству фасада, выносу инженерных сетей, подключение дома ко всем коммуникациям, отделке помещений также. В бригаде из 20 человек свои кладчики, фасадчики, отделочники, которая взяла объект под ключ. Задействовано 4 единицы спецтехники. Полы утепляем с полистиролом 30 сантиметров толщиной. Работу после этого утепления зальем стяжки. Каждый этаж будем заливать. И верхние этажи уже утепляться не будут, только первый этаж будем утеплять, чтобы было тепло. До 2025 года старые деревянные дома в округе будут снесены, а на его месте появится большой жилищный комплекс из 3 многоэтажных каменных домов. Счастливые жильцы второго этапа строительства, а это 29 семей, свои ключи от новых квартир получат уже в октябре этого года. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандага, Тампонский район. И, как только что стало известно, в Сунтарском районе будет объявлен режим ЧС в связи с лесными пожарами. Такое поручение дал первый заместитель председателя правительства Дмитрий Садовников. Это необходимо для привлечения на тушение дополнительных сил. Сегодня в Сунтарском Улусе действует большой лесной пожар в 5 километрах от села Хоро. За ночь очаг практически локализован. Туда стянуты все имеющиеся силы. Работы по тушению продолжаются. К другим темам в селе Бердигистях Горного Улуса сегодня с рабочим визитом побывал председатель правительства Андрей Тарасенко. Премьер посетил главные объекты спортивных игр «Манчары», благоустройство набережной с пешеходным мостом через реку Матта, стадион с трибуной на 1000 мест и с мобильными трибунами на 3000 человек, ипподром, стрелковый комплекс и квартал Сергелях. Ну, объезд только начался, но в принципе все идет по графику. Хотя до игр осталось 19 дней, мы рассчитываем, что строители завершат свои работы по графику. Ну и самое главное, качественная работа должна быть.
В июле следующего года Усть-Алданский улус спустя более 20 лет вновь примет 8-е спортивные игры народов Якутии. Накануне район посетил глава региона. Айсен Николаев отметил, что улус вовсю готовится к играм. Строятся дороги, новые дома, социальные и спортивные объекты, такие как многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс, стадион с трибуной на 1000 мест и универсальный комплекс спортивных единоборств. Глава также осмотрел строящиеся здания школы на 450 учеников и культурный центр Тойон-Муру. Кроме того, в селе Барагонцы торжественно установили первую сваю квартальной котельной «Восток-1». Уверен, что общими усилиями мы сможем достичь всех намеченных планов и провести игры на радость всем жителям и гостям республики, сказал Айсен Николаев. Проект «Столетний план развития» стартовал в Мегино-Кангаласском улусе. В течение 2 дней прошли встречи, стратегические сессии по обсуждению и выявлению инициатив на местах. 100 лет назад якутский советский писатель, ученый, филолог и общественный деятель, основоположник якутской литературы Платон Аюнский написал подобный план. Сегодня есть все технические возможности узнать мнение жителей Якутии, считают участники мероприятия. На стратегической сессии участников поделили на 3 команды, где выявили эффективность тех или иных механизмов поддержки отраслей экономики на муниципальном и региональном уровне. Обсудили пути развития. Сначала мы смотрим чуть-чуть назад, как, почему, на каких основаниях получилось так, что план Аюнского сложился и исполнился, где мы сейчас находимся в этой парадигме и куда конкретно Мегино-Кангаласский район может прийти через 100 лет. С учетом его транспортного расположения, наличия большого количества человеческих, самое плотное население, река, железная дорога, федеральная трасса, животноводство. Вот дальше-то что будет через 100 лет со всем этим? У студенческих отрядов начался трудовой сезон. Порядка 2300 студентов организовали более 100 отрядов. Они трудятся во многих сферах жизни – в путине, сельхозработах, благоустройстве и строительстве. Например, студенты коммунально-строительного техникума с 9 июня работают на строительстве онкологического диспансера. Бойцы убирают остатки стройматериалов на площадке. Внутри объекта красят стены, помогают укладке и выравниванию шлакоблоков. У студентов 8-часовой график работы. За это они по окончании сезона получат заработную плату. У нас человек 9. Мы работаем с утра с 9 до 6. Работаем 8 часов в день. От часу до 2 у нас обед. Мы очищаем здание от мусора, даем другим работать, потому что нет места для работы, скажем так. Настрой отличный, зарплата 35 тысяч. Все друг друга знаем, все работаем в команде. В Кангаласском улусе детский лагерь «Усадьба Булус» принял первую смену детей. В прошлом году из-за ограничений лагерь не работал. Нынче детей набрали в ограниченном количестве 75% от общей наполняемости. Этим летом лагерь будет работать в 3 смены, каждая продолжительностью 21 день. Для детей подготовили тематические программы. Первая смена пройдет с музыкальным уклоном. Амбассадором выступил популярный певец Архан Попов. Вторая смена посвящена журналистике и блогингу. Во время 3-й смены детей подтянут по английскому языку. Приятный бонус для родителей. Лагерь «Усадьба Булус» вошел в программу детского туристического кэшбэка. Это значит, что половину затрат на летний отдых детей родителям вернут, если они являются владельцами карты «Мир». С 15 июня у нас летний стационарный лагерь «Усадьба Булус» открыл первый сезон. В нем сейчас у нас воспитывается 100 детей из Хангаласского улуса, из города Якутска, Намского, Мегино-Кангаласского, Верхоянского, Момского, Амгинского, и даже один ребенок у нас прилетел даже из Москвы. Сейчас данный лагерь у нас работает в закрытом режиме, то есть никто не выходит и никто не заходит. Меры по коронавирусному системе у нас, конечно, все соблюдается. У каждого ребенка у нас ежедневно выдаются маски, респираторы, все дезинфицируется. Более 1,5 тонн пластиковых крышек сдадут якутяне в рамках всероссийской эколого-благотворительной акции «Добрые крышечки». Что это за мероприятие, знает Дмитрий Темыров.
Акция «Добрые крышечки» – это социально-экологический проект по благотворительному сбору пластиковых крышек для помощи детям с особенностями развития. Проект направлен на очищение планеты и помощь подопечным благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». В данной акции Якутск принимает участие не первый раз. Мы собираем крышечки с 2019 года и участвуем в этой акции. А вообще акция родилась в 2016 году в нашей стране. Мы являемся, так скажем, некоторым региональным оператором. То есть все крышки, которые собираются на территории Республики Саха-Якутия, они привозятся к нам. После этого мы проводим дополнительную сортировку и уже отправляем их на переработку. За предыдущие годы участники акции из Якутии собрали и отправили в целом 600 килограммов пластиковых крышечек. Сегодня они на Вилюйском тракте досортировали оставшиеся 600 килограммов из собранных за этот и предыдущий год 1600 тонн крышек. В этом организаторам акции помогали волонтеры. Я работаю учителем русского языка и литературы в Сунтарском улусе. Как узнали об акции? Об акции я вообще узнала в 2019 году, и мы уже с того года начали сбор крышек. И каждый год, получается, зимой и летом мы привозим, собираем всей школой. И вот во время отпуска я решила принять уже живое участие в сборе, сортировке крышек. Сортировка собранных крышечек – это трудоемкая работа. Ведь каждая крышка поштучно проходит через руки сортировщика. Вот смотрите, в 19-литровых бутылках часто идет вот такой вот пенистый наполнитель. Такие крышки не подходят для сортировки. Также не подходят для переработки крышки от бытовой химии. Ну и, соответственно, вот такой засор. Часто тоже попадаются батарейки, алюминиевые банки, пакеты. Вот часто нам приходится убирать. А какие крышки из-под сока и вот таких маленьких напитков не подходят? С резиновой прослойкой. Далее все эти кули с добрыми крышечками отправляются в перерабатывающий завод. Едет сырье достаточно далеко. По-моему, Рязань, что ли. Ну, в общем, это уже западная часть России, да, и логистика достаточно дальняя. Но так как мы смогли договориться с партнером транспортной компании «Сибиртранс», она везет туда это вторсырье на безвозмездной основе. Вот так, собирая и сдавая крышечки, можно стать участником этой благотворительной акции и сделать добро. Сегодня пункты приема добрых крышечек расположены в банках, в офисах «Мои документы» и на Вилюйском тракте 3-м километре. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. Якутию накроет аномальная жара. Синоптики прогнозируют отклонение от нормы на 8-12 градусов. Подробнее о том, какие сюрпризы готовит жителям республики погода, готов рассказать наш корреспондент Петр Васильев. Он сейчас на прямой связи со студией. Петя, приветствую, тебе слово. Сергей, приветствую. Действительно, грядущие выходные в нашей республике будут по-настоящему горячими. Дело в том, что в наш регион пришел теплый китайский антициклон. Он им принесет сюда теплые воздушные массы и минимум осадков практически по всей территории республики, за исключением некоторых районов. Так, например, сегодня на юге и юго-востоке прогнозируют небольшие грозы, местами сухие и кратковременные дожди. Температура воздуха в Ленском районе достигнет 18-21 градуса выше нуля, в Алданском районе также 17-21 градусов выше нуля. Ну а в Мирнинском и Нерюнгринском районе температура воздуха достигнет 22-27 градусов. В столице нашего региона, в Якутске, сегодня синоптики прогнозируют до 25 градусов тепла. Что касается ближайших выходных, столбик термометра в Якутске продолжит повышаться. В субботу плюс 29, в воскресенье плюс 30 и в понедельник, день празднования Эссеха, температура воздуха в нашей столице составит 33 градуса выше нуля. И такая тенденция продолжится по всей территории нашей республики, а дневные температуры не упадут ниже, ночные температуры не упадут ниже 13 градусов выше нуля. Отмечу, что также сегодня и завтра в лесах Кангаласском, Горном и Амиконском районе прогнозируется высокий класс пожароопасности в лесах, поэтому специалисты рекомендуют соблюдать все необходимые правила при выезде на природу. Что касается этого теплого антициклона, он продолжит свое движение, и в середине следующей недели он принесет высокие температуры в Алекминский район, где 26 и 27 июня планируется празднование Эссеха Олонхо, ну а уже ближе к концу недели он дойдет до северных районов, до Арктики, и, как шутят синоптики, уже можно будет спокойно выезжать на южное побережье, отдыхать нашего Восточно-Сибирского моря. Сергей, вот такая информация к этому часу. Передаю тебе слово. Ну что ж, будем готовиться к жаркой погоде. Петя, спасибо. Это был наш корреспондент Петр Васильев.
На этом выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.